Всем привет! В этом видео я вам хочу показать способ закрывания спиц тремя спицами. Я думала, все знают, оказывается, не все знают. Моя подписчица попросила в комментариях. Ну, если человек об этом не знает, в комментариях написать, наверное, не очень понятно было бы. Поэтому я решила короткую видео делать и вам показать. Этот способ очень мне нравится, очень хороший способ. Как бы вы красиво не умели шить, все равно, мне кажется, этот способ лучше, чем шить. И я всю жизнь хочу бороться, чтобы ничего не шить. Я не то, что не люблю шить, все равно шитый вещь другой вид, на мой взгляд, а не шитый вещь другой вид. А потом решать вам, как вы хотите. Я, конечно, и шивные вещи вязала, и, может быть, еще буду вязать. Ну, все равно, это мне нравится. Не буду долго разные истории рассказать, надо по сути показать. Смотрите, вы вязали, это очень хорошо, плечевые швы делать. И, наверное, что-то другое тоже можно придумать и это. Главное, вязали, вот, в данный момент я показываю, как я делала на футболке плечевые швы. Главное, обязательно, чтобы совпадало здесь количество петель. И два плеча как. Потому что шить это одно, можете одну петельку не так шитали, прятать, но здесь уже это не катится, как говорится. Поэтому лучше так. Вязать обязательно считать, чтобы не переделать. Смотрите, вы вязали, довязали, я по чуть-чуть вязала, чтобы вам понятно было. Обязательно потом лицевой, чтобы внутри было друг на друга и внутри, смотрите. Изнаночный и изнаночный, правильно? И здесь у вас две нитки, одна нам не надо, потом будем как-то прятать. И начинаем закрывать, как обычно. Просто вы не задумались, а то это очень легко. Смотрите, кромочные мы вяжем первый раз, два вместе. Это не трудно, может перед камерой мне не очень. Вы сначала вяжите маленькую образец, и вы сами увидите, что это очень даже легко. Смотрите, вот мы обычно бы так вязали, да, а сейчас, я надеюсь, все фокус, это все видно вам. Надеюсь. Вот, смотрите, хватали вот эту первую петлю и вторую вязали лицевой. Это ничего не имеет значения, что здесь изнаночный. Поняли? Я так делаю. Опять-таки, правильно, неправильно, я не знаю. Мне так когда-то учили, я так делаю. И я считаю, что нормально. Опять хватаем первую петлю и вторую. Вот, и здесь специи вы выбираете, какой вам удобно. Мне и первый, и второй удобно. Я даже не зацикливаюсь, какой тянуть, какой нет. Если вдруг у вас эта проблема, можно одну кидать на другую и сразу вместе вязать. Но все равно вот так лучше. Сначала учитесь так делать, и будет вам счастье. Вот. Вот. И вот. И не тяните, пожалуйста, вот это сильно. Ну, как обычно, закрывать тоже не тянете, правильно, чтобы не тянутая была вещь. Вот. Здесь, я надеюсь, все доступно объясняю. Если что, перемотайте, смотрите. Вот, один хватали, второй хватали. Вот. Два вместе, потом закрываем. Два вместе, потом закрываем. Два вместе, потом... Вот, и так далее. Это очень хороший способ, что когда летучий мышь вязать, да,
Раньше я тоже шила, это, как ни крути, грубовато. Бывает, ну, есть разные швы, трикотажные, матрасные, я не знаю что. А зачем это все делать, если есть легкий способ? Очень. И быстро. Во-первых, у меня времени нет, мне очень много вязать и перевязать, поэтому я всегда легкие способы и постараюсь не шить. А вот эта пройма, что я показала на черную футболку делала, если кто не посмотрел, посмотрите, пожалуйста, у меня есть на канале. Вот этот способ тоже летучая мышь, что вязать, вот этот способ очень-очень хороший способ. Очень плавная линия, равномерная. И будете довольны, я вас уверяю просто. Вот. Я потом на компьютере пересмотрю. Если вдруг не видно будет, я пересниму. Потому что сегодня еще и у нас, как назло, пасмурно. Ну, вроде бы видно все хорошо. Я медленно делаю, чтобы фокус держал. Не знаю, эта техника тоже, понимаете, выдает, что хочет и что может. Вот. Вот и дошли почти до конца. Видите, у меня все совпадало. Количество петель. Поэтому делайте обязательно. Как трудно перед камерой, как будто первый класс хожу. Вот. Все. И все закончили. Сейчас результат увидите. Долгожданный. Оп. Красиво? Очень красиво. Для меня это после стирки, вы же понимаете, правильно? После стирки все будет плавленно, хорошо, хороший шов. А здесь вообще мягкий и плоский. Если стирать это, вот здесь будет плоская штука. Это очень хорошая штука. А вот способ, который вот этот пройма, смотрите, как бы ни вязали, все равно одна сторона получается туго, ну, эти петельки, лицевой гладь, а другая чуть-чуть это, все равно шьешь, и мне не нравится. А если вот такой способ, что я показала на футболке, это очень-очень хороший способ. И вот, мои дорогие, вот, очень красиво. Если вот такая идея понравилась, попробуйте, возьмите на заметку, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайки. Всем пока, до новых встреч!